Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Национальный проект образования предполагает реализацию четырех основных направлений развития системы образования: обновление его содержания, создание необходимой современной инфраструктуры, подготовка соответствующих профессиональных кадров, их переподготовка и повышение квалификаций. О реализации нацпроекта образования в республике поговорим сегодня. Гостья в студии Нюргуна Соколова, министр образования и науки Республики Саха-Якутия. Нюргуна Афанасьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот давайте напомним телезрителям о том, какие основные мероприятия реализуются в рамках нацпроекта образования в школах нашей республики. Ну, наверное, тут зрителям необходимо отметить, что национальный проект образования у нас реализуется 6-й год и приходит к завершающей стадии. Те задачи, которые были поставлены президентом страны, они, в принципе, практически уже исполнены. Да? Это и глобальная конкурентоспособность системы образования Российской Федерации в мировом масштабе, да? И это, конечно же, воспитание личности у нас в образовательных организациях. Так, это и традиционные духовно-нравственные ценности и патриотическое воспитание. Так, если мы говорим о нашей республике, то за прошлый период, пятилетку, значит, у нас построено уже 17 школ в рамках федерального проекта «Современная школа». Так, кроме этого, 383 созданы точек роста, так, 346, в 346 школах создана цифровая образовательная среда. Ну и 11 коррекционных школ, значит, обновили свои мастерские для того, чтобы наши обучающиеся с особыми потребностями могли получить профессиональные компетенции. Так, ну и, конечно, это то, что вы уже отметили, это и охват обучающихся новыми современными методиками обучения и воспитания, да, ну и, значит, педагоги, их повышение квалификации, изменение подходов к реализации образовательных программ, внедрение новых современных технологий. Нацпроект близится к завершению. Вот несмотря на это, есть ли какие-нибудь нововведения? Ну, я бы сегодня хотела, наверное, отметить то, что система образования в этом году реализует не только вот нацпроект образования и демография, да, но в этом году мы подключились к национальному проекту «Беспилотные авиационные системы», да, по направлению подготовка кадров. Так, тем самым, да, это большой объем финансирования, более 282 миллионов на 1 год, но самое главное – это будущие кадры беспилотных авиационных систем, которые, значит, это один колледж связи и информационных технологий имени Дудкина, да, и 17 школ будут готовить будущих профессионалов беспилотных систем. Значит, это не только оснащение, это образовательные программы, это кружки технического творчества, да, где ребята, значит, будут изучать и дизайн, разработку, программирование и, самое главное, эксплуатацию и ремонт этих беспилотных авиационных систем. И как раз-таки этот проект у нас с июля месяца уже начал реализацию. Более того, наша команда республики уже выехала в Сахалин для того, чтобы участвовать в архипелаге. Новое образовательное пространство, IT-куб. Где в этом году у нас появятся такие пространства? Но говоря об IT-кубе, нужно сказать, наверное, что это вот как раз-таки высокотехнологичные, значит, решения, да, в нашей системе, поэтому они единичные. Если в прежние годы мы создавали его в Нюрбе, в Мирном и в городе Якутске, да, то в этом году мы создаем его в Мегино-Кангаласском районе, в поселке Нижний Бестях. При этом подходы тут каждый раз у нас разные, да. В этот раз это новое здание, арендуемое, да, муниципалитетом, для того, чтобы, значит, современное оборудование, значит, эти лаборатории уже в хороших условиях были созданы, да, и тем самым более, по-моему, 1500 квадратных метров для ребят будет выделено, да, значит, ну и современное оборудование. А самое главное, ребята смогут уже программировать и на Python, Java, значит, это и приложения для мобильных устройств, кибербезопасность, конечно же, да, ну и алгоритмы и программирование само. В учебных заведениях Якутии, да, открылись точки роста. Вот какие у нас будут показатели по точкам роста в этом году?
Точки роста в этом году, по-моему, мы открываем 68 таких точек в школах, да. При этом это основная цель, это подготовка наших школьников по естественно-научным и технологическим направлениям. Да, ну, не секрет, что для социально-экономического развития нашего региона требуется большое количество специалистов с инженерным образованием, для медицины очень много, да, ну и, конечно, сельское хозяйство тоже надо развивать, да. Поэтому это и углубленное изучение физики, информатики, биологии, химии. Так, тем самым точки роста, приходя в наши школы, это значит, ну, профильность образования, современные технологии оборудования, да, ну и подготовка, конечно, будущих кадров. Основной, наверное, показатель в том числе это значит, сдача ОГЭ успешная, да, значит, и повышение квалификации наших педагогов для того, чтобы обеспечивать соответствующее качество по этим направлениям. Расскажите о школьных кванториумах, да, вот чем там занимаются дети, чему могут научиться? Ну, кванториумы это, так скажем, кружки технического творчества, как вот раньше назывались, да. При этом 5 основных направлений. Если мы смотрим, значит, квантум, да, это получается то, что касаемо с воздухом, да, это и беспилотные системы, вертолеты, самолеты, как они летают, из чего они состоят, как их конструировать, организовывать их полеты, так? Космоквантум, ну, тут, конечно, понятно, что это, значит, космос, да, то, что касаемо поверхности Земли, геоквантум. Да, это и аэроснимки, изучение их поверхности Земли, это и строительство городов, ландшафта и так далее. Так? Ну, наверное, очень интересно это VR-квантум, да, когда виртуальная дополненная реальность, их тоже нужно изучать, программировать, да, вот это вот направление. Ну и пятое направление – это IT-квантум. Необходимо сказать, что если раньше у нас кванториум создавался в больших городах, да, это в городе Якутске созданный, да, то с прошлого года стали создаваться школьные кванториумы. В прошлом году был создан, по-моему, в Саха-политехническом лицее, в этом году это 3 школы, 24-й лицей в Нерюнгри и 2-я и 13-я школа здесь, в городе Якутске. Как будет развиваться дополнительное образование детей вот, в рамках нацпроекта? В рамках нацпроекта у нас поставлены целевые индикаторы, которые мы должны добиваться. В прошлом году это было 73%, в этом году 74% охвата обучающихся дополнительным образованием. Ну, что такое дополнительное образование? Это вот то, что мы с вами уже разговаривали, кружки, да, и плюс спортивные секции. Значит, если по кружкам мы уже, да, подробно вроде объяснили, какие современные подходы в рамках нацпроекта, то по спортивному направлению это, значит, создание спортивных клубов на базе школ, да, это реконструкция, ремонт наших спортивных залов, плоскостных открытых сооружений на улице, которые находятся стадионы, да, плюс это перепрофилирование отдельных зданий под спортивные залы. К сожалению, такое у нас тоже встречается, поэтому мы над этим работаем. Значит, кроме того, это же здоровье наших детей. Да, и вот нужно отметить, наверное, что благодаря вот обновлению спортивных сооружений, направлений, да, в наших школах, значит, мы 2-й год в этом году провели спартакиаду школьников. Да, с большим охватом и с большим и призовым фондом, медальным зачетом, да, и 29 направлений спорта. Как раз-таки это вот результат спортивных клубов школ. Важнейший вопрос, конечно же, это кадровое обеспечение. Вот хватает ли у нас педагогов в наших школах, ну и в том числе, может быть, по направлению доп. Образования? Тут, если мы говорим о национальном проекте образования, то, конечно, каждое нововведение, каждый федеральный проект предусматривает, чтобы наши педагоги повышали квалификацию. Да? Значит, и новые технологии, методики и образовательные программы, соответственно, педагогов мы должны готовить. Для этого есть и федеральные образовательные программы по повышению квалификации, да, и региональные, то, что мы предлагаем нашим учителям. Так? Ну и, наверное, то, что вы сказали, это нехватка учителей.
По статистике прошлого года, если посмотреть, то это 392 открытых вакансий, да, над которым, конечно, мы работаем. Значит, кроме этого, в рамках национального проекта образования, это федеральный проект «Земский учитель». Да, вы про него, наверное, слышали. За эти годы реализации этого проекта, значит, к нам приехало 72 учителя. Значит, наша школа, значит, закрепилась 68, и это очень хороший показатель. Значит, это федеральный портал, где в открытом доступе ведется прием заявлений от учителей всей страны. Да, в этом году у нас квота составляет 17 вакансий, да. Значит, конкурс уже практически проведен, да, и нужно отметить, что у нас очень хорошие результаты. У нас есть, так скажем, из кого выбирать. Значит, на одно место практически 3,5 человека, да, заявок. Да, при этом нужно сказать, что в основном это, значит, учителя с опытом, с хорошими показателями из других регионов. 70% всех заявок поступило из других регионов. При этом те же самые 70% наших мест – это арктическая зона, да, то, что мы приглашаем. И так что вот, учителя, они не боятся, видимо, трудностей, да, готовы переезжать к нам в Арктику и учить наших детей. Нацпроект образования подходит к своему завершению. В течение 6 лет проделана огромная работа. Вот, на ваш взгляд, какие направления нацпроекта для Якутии стали, может быть, самыми знаковыми? Это действительно более 4700 новых мест в наших школах, то, что я говорила, потому что, допустим, финансирование этого года по нацпроекту у нас в республике это порядка 6 миллиардов рублей, да, чуть не хватает. Да, и основная масса, конечно, это большой вклад в строительство этих школ. Да, значит, это, наверное, вот то, что визуально видно, да, сразу, как обновляется наша школа. Да? Ну и, конечно, это новые методики, технологии, которые приходят к нам в школу. Да? Это мы совершенствуемся, обновляемся, значит, ну и тем самым система образования, качество, самое главное, становится доступной для каждого школьника. Ну, действительно, мы видим, да, что количество школ в Якутске, как минимум, точно становится больше, а также по всей Якутии строятся образовательные учреждения. Поэтому у нас проект показал свою эффективность. Нургун Афанасьевна, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем дальнейшей успешной работы на благо республики. Спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.